Сәлем біттерге достар, біз находимся Қырғызстанның столицасында Бишкекта, короче, Мамас деп аталған аэропортта. Біз келдік бұнда достар на бизнес-поездку. Біз бетінде мен бетінде бизнес-бесед достар. Отшивать свою летнюю коллекцию. Қарағы достар, ағай, немендей надписьмен мені қаршала, башкирская домохозяйка деп язып алған. Бұл елі достар, біздің еще Альберт барды Қырғызстанға. Барам Қырғызстанды көрем деп арттан ерде достар. Первым делом біз бұнда келдік ресторанға, қайда ашаталар биш бармақ. Біз былтыр да осы ресторанда ашағаннық. Қатар тәмдігіне биш бармақ бергенділер. Но біздің биш бармаққа берілдік тәмлер рәгіне. Қарағы достарының мәнде хаттар сыйғына. Ресторан национальной кухни Қырғызской. Уютный, шундай, яркий, лохматый ресторан. Просто деген Шахризада кинохында кетіндегі ошындай вот диванчиктар, үстел, кабинка, шторы, ялыла. Смотрите, какое богатое меню, достар. Мында вообще немегіне юг просто. Даже менюлары до такой степени яркие. Какие блюда тут, прямо изобилие блюд, что утрағың неме хайдарға білмей отырағың. Прикиньте, бұл ресторанда абсолютно все готовят. Мен уже глаза разбежались, думаю, что же взять. Вот так выглядят кыргызские бауырсаки. Мына қарағат. Алар қаты түгел, мына ұшындай мягкий ғана, просто мына көреді, воздушный әлі ғана пішіріп өткен. И шу бауырсақтарды алар ашайдар акасы қаймақ міне. Боже, юаса қақсаған. Никакой бауырсақ түгел. До такой степени тәмілі юаса. Офигеть! Мына достар, осылай биш бармақ, бұны Нәфиса өтінен заказатке. Чем отличается кыргызский биш бармақ? Қарағат, аларды ошай иттен, ошайны уақыдай дұрайдар, көреді. И лапшалары, алардың вот ошай длинный, вот такая вот длинная лапша, достар. Сейчас Нәфиса көп бола, мен попробую. Тәмле. Я хочу вот самое главное қады попробовать у них. Вот, смотрите, тоже национальное блюдо, биш бармақ и тоже қады. Представляете, несек башқұрттар, қалар схожи. Қазір попробуем қады. Тоже очень вкусно. Все заказал, берешь в графа. Очень темно. Это мой. Во, смотрите, достар. Вот такой вот плов стоят. Қу тарғансы не қалғандар, изюм. И тоже қады, достар. И еще маған қарағат, белке ескені көкейдер даже бар. Как я люблю прямо. И еще мен манты заказаттым, қарағат. Мантыларын еще попробуем, достар. Ашарға мекан? Айона. Надо реакцию снимать. Да? Не снимать. Пока никакой. Ничего абсолютно нету. A few moments later. Вот я просто острые семена, фантастика. А и семена галактилаш. Прям просто вот этот монтаж. Эй, типа, не этот. Сочный. Жил-жил, там что-то похотел. Майы да фигище. Мында тыс май алғандар. Капитально. Баранина, баранина. Да, а что? Мына қарақ май. Не, я наелся. Мына достар, осылай выглядит киргизский биш мың. Мына қараған. 5000 сом тебе алған. А я не понял, почему ты здесь не открыл? Фабрика. Ну, Швейный цех-то. в Бишкеке по аренде дороже.
Швеи здесь больше берут, Да? запрашивают. И получается, ауыл терахында. Ну, не совсем аул, но в целом, как бы так, вот, если сравнивать Уфа и, допустим, Стерлитамак. Ага. Вот я в Стерлитамаке. Понятно. Наш номер, доктор. Вот так заходим, такой маленький коридорчик. Сразу же с этой стороны ванная комната, унитаз есть, фен есть, телефон даже есть, полотенца банные, раковина, шампунь, кондиционер, душевая кабина и даже халаты. Прямо как в Турции. Все чистенько, аккуратненько, достар. Вообще капец, юнсуан достар. После перелета здесь вот комната основная, большая, вот такая вот выглядит. Здесь есть шкаф, кстати, здесь есть сейф бесплатный. Я не знаю, где он тут, где-то стоит сейф. Потом телевизор есть. Вот тут вот окна, я не знаю, тут окна открывается, нет? Открывается. Вот. Самое главное, кровать удобная. Кровать удобная. Рахатлана Бекорга была очень удобная кровать. Постель прямо хлопок, хороший. Видно во многих отелях. Не очень-то хорошую постель дают. Здесь вот чайный сервиз, чай, там кофе, 3 в 1. Вода, кстати, есть даже, светильник, даже есть какое-то вот кресло. И, смотрите, обогреватель стоит. Даже балкончик есть. Вот мы выходим на балкончик тут. И вот сам Бишкек. Это мы находимся в центре города Бишкек, доктор. Вот, посмотрите, такой вот город. Кстати, сам город напоминает, знаете, что город Стерлитамак. Здесь такое ощущение, как будто ты ходишь в своем родном Башкортостане. Потому что все кыргызы похожи на нас, на башкорттарға. И вот такое ощущение, как будто мы Башкортостанда идем. Всем салют! Мы едем... Куда мы едем? Едем на рынок ткани Мадина. Это мен куштымалар. Мы репетировали. Вот, короче, достар, опять кетіп бара жатырмыз базарға. Базарда мы будем выбирать ткани для моей летней коллекции. Летней коллекции тебе рекомендую. Короче, достар, мы сейчас ищем еще вот такой вот материал. Вот такой материал, не знаю, найдем мы, нет. Если не найдем, я не знаю, из какого материала будем отшивать, доктор. Вот такой вот комплект. Это простыня, что ли? Нет, это не простыня. Это такая рубашка. Альберт даже курман. Вот такие хочу отшивать. Обычная рубашка? Да, обычная рубашка, вот такие вот комплекты. Достар, материал очень хороший, офигительный материал. Бандай материалды, достар, үфілі ныққайват тұра. И хадыр мына Кыргызстанда хотим найти вот ошондай материал. Как он называется, Азамат? Короче, это какой-то хлопок с вискозой, что-то такое. Либо Сингапур. Нет, это не Сингапур. Сингапур. Подержи, смотри. Ты даже не трогал. Ты говоришь, фабриканда будут отшивать, был даже бельмени, материал. Ну-ка, потрогай, понюхай. Вообще офигительный материал. Итак, короче, достар, мы находимся в Бишкектің самой дур базарында, кайда продают ткани. Все ткани мира, короче, здесь можно найти. И также фурнитуру для швейного производства. Короче, кемдер дегелер, Мадина называется базар. Кемдер занимается пошивом одежды. Оказывается, все закупаются на этом рынке, достар. Наш проводник Эльвира, продукт-менеджер. Представляете, мы первый раз я такое слово слышу, продукт-менеджер. Кто это такой, Эльвира? Помогаю селлерам разрабатывать коллекции, фасоны. У меня очень хорошая насмотренность в моде, в трендах. То есть полностью разработать от идеи до получения готовой коллекции. То есть подобрать ткани, подобрать производство, все это проконтролировать и доставить до склада Wildberries. Мы-то сами в тканях плохо разбираемся. Шунум и сын доктор Эльвира попросили, чтобы она сегодня нам помогла. Оказывается, Эльвира Башкортостанның, Татарстанның селлердарын ведет. Короче, с ними работает, да. Разрабатывает их коллекции. И вот она нашла время, и сегодня она нам поможет подобрать ткани. Да, она за моду как бы очень хорошо шарит, то есть она знает, что будет в тренде, что А не я же будет в тренде. деревенская баба, и у меня вкус совсем другой. Вот что скажешь про такой комбез, давай. На самом деле фасон актуальный. Честно скажите, они пойдут на продажу, хорошо? Но здесь, конечно, будет ограничение по размерной сетке. Женщины могут уже размера плюс сайз одеть на себя вот такие короткие вещи. Поэтому какой мой совет? Сначала запустить в маленьких размерах, 42, 44, 46, 48 максимум. Не для всех. Не для всех, да? Не для всех, да. Что-то у меня какой-то вкус у доктора, оказывается, деревенский своеобразный какой-то. Вкусный стиль. Вкусный стиль у меня, вкусный стиль.
То есть мы будем сейчас смотреть принты, которые коммерческие. Коммерческие. Да. О, Есть. доктор, оказывается, есть принты коммерческие и некоммерческие. Будем выбирать. Да. Помните, я вам говорил, 1 тонна лен, типа это вот, да? Кстати, мнение эксперта. И белый, смотрите, всегда нужно выбирать теплый оттенок белого, потому что это более продающая история. Вот это холодное будет выглядеть дешево. Да, а вот это будет выглядеть очень дорого. И обязательно нужно обращать внимание при подборе фурнитуры, потому что фурнитура имеет тоже немаловажное значение. Бывает фурнитура, которая полностью может испортить изделие, а есть фурнитура, там разница в цене будет буквально там минимальная, но она добавит дороговизны к изделию, и изделие совсем по-другому заиграет. Дизайнерская, они могут быть одинаковые в цене, но дешевая будет дешевить изделие, пластиковое. Я вообще не люблю пластиковые пуговицы. А вот какая-нибудь другая дизайнерская, она будет придавать дороговизну к этому изделию. То есть А вы где мы сможете- возьмем дизайнерские пуговицы? Здесь они есть. Тоже Тут есть, можно из ассортимента выбрать, да. Вот. А вы Поэтому- поможете, да, подобрать Да, пуговицы? помогу. Эпатажная личность, поэтому вам хочется яркости, да. Но в целом можно попробовать этот цвет коралловый. Сейчас же он в моде же. Хороший У цвет. меня диван такого цвета и кровать. В целом, да, вот обычно, когда я тоже подбираю ткани, я всегда прикладываю на себя. Голубой тоже коммерческий цвет. Отрезали, а потом что с ними делаете? Оставлю, чтобы он не отправил. А, да? Дети оставлю, его нет туда. Вот интересно. Ладно, спасибо. Вот оно что материал кыркып калдырала, и это меня шоу материал горит. Вот смотрите, доктор, я вот потрогала, мне казалось, что это прямо такой бы хлопок, ну не хлопок, но такой прям натуральная ткань, мне казалось, что не будет потеть, а вот Эльвира потрогала и сразу говорит, синтетическая ткань. Ну, знаете, сколько у меня разочарований было с Эльвирой, как бы тоже такой, думаешь, вообще классно! Она такая, смотри, ну, извините, конечно, ребята, это вот... Знаете, сколько нам забраковало? Да, и такой сидишь потом, такой... Вы, короче, хочу вот такой горошек или вот такой. Эльвира говорит, крупный горошек не надо, говорит. Ну, не стоит. Да? Горошек, Не стоит, да? Да. А что, крупный горошек, он это, да? А мне вот это понравился, красный горошек. Он это толстит или что? Это не то, что толстит. Круглит? Круглит? Смотри, короче, мы зашли в помещение, это, здесь есть абсолютно все для швейного производства. Продают только оптом. Допустим, лента для штор, виспа, лента. Резинкалар бар, короче, ниткалар бар, түймелер бар. Бunda, короче говоря, абсолютно весь все. Именно егеттер айтылар, біз ошондан біз келіп закупаться етеді. Даже нашивка штанга неге тоталар да ошоны нашивкалар иштетеді и брендовый киім етіп саталар. Мына даже немелер бар. И қарағыдал мына достар, мына пришивателер, киімдерге всякие рюшкалар, немекелер, мына қарағыдал. Весь ошонда бар. Представляете ма? Даже мына кнопочкалар, нелер. Короче, бunda рай такой швейное производство. Короче, доктор, мы сейчас будем выбирать пуговицы. Как Эльвира говорит, можно купить такие пуговицы, которые смотрятся богато. Вот дешевый вариант пуговиц я называю, во-первых, пластиковые, всякие прозрачные, потом вот такие пластиковые, некрасивые, различным видом, ну вот этих всяких нанесений. Это тоже удешевляет изделие. Удешевляет. Запоминайте, какие пуговицы удешевляют изделия. Надпись fashion. Да, надпись fashion тоже. Ой, я тоже не люблю такие надписи всякие. Да. Абсолютно матовые пуговицы и красить под ткань. Здесь это делают. А, да? Красят под ткань, да. То есть можно купить белую пуговицу, матовая, и покрасить ее в тон ткани. Тогда, короче, придется нам под каждый костюм подкрашивать пуговицы. Нет, можно выбрать, допустим, какие-то деревянные пуговицы, сейчас посмотрим. И она может подойти на все, да, на все цвета. То есть это будет такой нейтральный цвет. Наличие? Нет, это надо заказывать. Это надо заказать. А если заказываешь, через сколько приходит? Они, знаете, могут с вашим логотипом, с вашим брендом, да, изготовить пуговицы. На это где-то уходит месяц. Это 2 недели, пока не изготовят. А если без логотипа? Ну, где-то 2 недели. Если у них в наличии есть эти пуговицы, в течение 2 недель мы получим. А если нет, они будут, если изготавливать, чуть больше. 1000 штук, 500 сомов, может 550. Тоже цена. То есть вот эти все пуговицы тоже в таком же количестве, такая же цена. Да? Надо верту такой. Ну, у меня же гостевой домик Вот, же прикиньте, есть. там надо все Я еще туда палац заказала ручной работы, на стену повесила. Прикинь, сейчас скажут, сколько рулонами продаем. Вполне, да, можно сказать, рулонами. Надо спросить, рулонами, надо наверное, спросить. продаю. Сафонов, оплати. Сафонов, оплатить.
А помнишь, в прошлый раз мы тоже так ходили же? Да, Сафонов Сафонов оплати. Был бы этот кошелек. Мы его очень любим. У меня шапай так и записан Наиль кошелек. Нет, так не написано. Чего не торгуйтесь? Это же восточный базар, торговаться и туда. А что, вам же надо, вы торгуетесь? Ну, блин, я не умею. Наиль умеет торговаться. Наиль кошелек. Я торгуюсь, когда денег мало становится. Да, блин, Наиль, давай торгуйся. Скидку дайте. Вот так вот. Байке может 2. Он аптауын отказ Ладно, бермей. за 1000. Мына достар, мында оказывается нық популярный мынау бауырхақтар. Прямо тоштан қатып тұралар. Мына осында прямо қайған майда қайнап тұра майдары өте. Осында қайнаған майда бөлшіралар бауырхақ. А можно один бесплатно попробовать? О, спасибо. Пора, мне бесплатно берулер, достар. Хаттарнық тәмді достар. Бұнда ехек обязательно бауырхақ алып ашағады. Представляете, мен кімді осыраттым бұнда. Осыраттым, на самом деле, мен Динарға өзім яздым. Бұл біздің яқташыбыз Башқұртстандан егет есімі Динар. Ол бұнда Қырғызстанда, Бишкекта оқытып үйрей. Оқытусы. Менің көрші ауылынан бір апай шаберейні. Ол Таджикстанда бірінші ел шаберейні. Апайым тоже мен айтылы, вот сондай проект бар, сондай ішкі орнашыға бараға екінші сетілге еберелер деп. Мен сөйтіп кеттім сетілге. Резюмені бердім де мені сразу алдылар. Мен 29 декабрьда ішкі алдылар. Мен уже 6 январда мен уже мұнда келдім. Машинамен келдім. Машинамна? Қазақстаннан. Яңырақ түгіл мен 2 ел келдім. 20-ші жылы. Что за программа такая интересная? Проект называется «Русский учитель за рубежом». Прикиньте, достар, оказывается, шундай проект бар екен. Русский учитель за рубежом. Прикиньте, мен шунун туралы бір ел тамы назад ишеттім да, и мен хотела вот прям үйләшірге, что мына как біздің оқытушылар, бында как им живется, көп зарплата алалар, и почему біздің оқытушылар кетелер, почему біздің туған яқтарында ішемедер. Это же очень интересно. Кейін көрші, получается, Таджикистанға по этой программе кеттім. Получается, немеке, бывшие союзные республикаларға еберелер, что ли? Или қайда келеді? 20 ел біздің. 20 ел? Еще қайда барға болады, допустим? Вьетнамға барға болады. Вьетнамға? Еще қай Вьетнамға? Нәлі мен анда ұқшамайды. Неме, Қырғызстан ұқшай ма? Қырғызстан ұқшай, потому что мұнда тілдер біздің ұқшас. Кейін тілдер ұқшас хайланың енді бұнда. Какие плюсы, какая зарплата? Шуны айтып кетелі? Квартираны снимайды әхмелді мұнда. Квартира хақтары бекер қимат. Мен 37 мыңға снимаю. Бір бәлекес квартираны однокомнатная. Однокомнатная квартира. Ты слышала вообще, что квартиру оплачивают, нет, что ли? Кімге оплачивают, кімге не оплачивают. Түрлі кісінің түрлі... А почему кімгелер оплачивают, а кімгелер нет? Ну, түрлі ситуациялар была. Ну, менің менің оплачивают. Мен мектеп төлеймін. Мектеп төлеймін. Ну, какую-то часть төлеймін. А зарплата? Зарплата? Ну, Мәскеуде кеткен, наверное. Мәскеуде? Қырғызстанға шетелге барғандар да Мәскеуде ғымақ төлейдер. Нормально. Мен ақшай. Ақшай өнді. Мен Башқұртстанда алай шап болмам. Мен анда ішке бірінші елді университет біткәс мен барғайнам анда 25 мың зарплата деген. 25 мың? И то әлі анда зор зарплата қаналайын. Представляете ма, 25 мың зарплата бетінде, ол кеші оқып біткен, оқытусы бұл ішлерге тырышқан, бірді әтеге адақ аптырайдар бетінде. Почему біздің ир оқытушылар жоқ? Ну, конечно, біздің ир оқытушылар жоқ, потому что 25 мыңға біздің ирдар ішті өресек, что ли? Мен әлі көп оқытушыларды таптым, бұнда ішлеген Бишкекта. Сен, наверное, аларды біләхін, наверное, семейные паралар, но алар отказались со мной на контакт выйти, потому что олар айтты, біз ол программа тұрғанда едерге қорқау сен бол. Почему? Не знаешь? Қазір Динарда қорықты мұна. Шымғына уже ұлтыра алдын аспай ұштаны. Рубрика «Тамашайық». Мұна тамаш болаға Динар. Динар, десеш? Тұзы кеш. Ұтуды кеш, блин, еге уже үйләнер Керек. Вот, Динар керек те. Динарға керек бірей башқұрт, татар қызы, evet. Или кім керек? Ну, башқұрт татар қызы. Несе яштері примерно? Какие-нибудь требования есть? Требования у меня сейчас вот такие, минимальные. Потому что буйдақ болып арыған тоқтар, буйдақ болып арыған. Все-таки ұтып екі еш бетінде уже 40-ты қуып пара. Представляете? Кімдер тілей переехать в Кыргызстанға, может тоже по такой же программе будете здесь работать. Свежий фрукт, не испорченный, представляете ма? Свежий ғана. Балалары ю, кәлес правоқатталы алмаған, холостой, с высшим образованием, оқытусы болып іштей, төске бойға мату,
знаку зодиака кім? Рыбы. Рыба Балык, по знаку балык, зодиака. Вот Динардың ссылкасын қыздар қалдырам. Агитировать отырмаймын, конечно, достар. Ойдап қоймаға теге сетелге барып іштәге типа оқытыстарға. Ну, просто хочу сказать, что чтобы молодые учителя знали о том, что есть такая программа, что есть такая возможность сетелге сығып ішлерге. Вот. Для молодых учителей почему бы и нет. Ил күреп, ана даже Таиландқа можно барып эшләргә, Вьетнамга барып эшләргә. Так что белмәһәгез, белеп куйгыз. Шул программаның, кстати, ссылкаларын мен һезгә калдырам, достар. Более, шунан правительство билем Башкортстанда прикроет менің лавочкада айтыр, Милошанда укытучылар сетелге сыгарып ята. Ссылканы калдырмагыз. Ссылканы калдырмайм. Үдегез белешегез. Үдегез белешегез министерство аша. А то, блин, точно меня прикроет бында ауылымды. Милошанда укытучыларды агитировать деп ата. Сетелге сыгарга деп өтөй. Красивый, симпатичный егет бетин деп өтөй. Образованный. Как ты мог до 32 лет остаться холостым? Мне вот это очень интересно. Как біздің қыздар могли упустить шундай егетті? Хәзіргі вақытта, когда егеттер етмей. Үйлерге мен ойлағайным, 20 yaşında еще когда-то. Ага. И, наверное, родители против, наверное, были, как всегда. Память. Обычно. Это классика. Это классика. Что? Шел, у меня жила Кирпичман была. Это дальше почему-то. Мен серьезные отношения, все время серьезные отношения строю. Мамочкаларға, әсей кішілерге әйтәһем келе. Мына шул историяны мен әлен симаттабы ишеткән бар достар. Когда мына улдары өйләнәм дигән вакытта, әбәтәй каршы киләләр дә, то килен охшамай, то олорак, то наоборот яшьрәк, то не из той семьи. Обычно вот это бывает. Не из той семьи, бергә тап кимәй ул дип әйтәләр дә, шуннан һуң егетләрнең күңеле калала куя. И шуннан һуң озак не могут пожениться, үзенә пар табырга ала алмайдар инде. И шуннан өйләнмәй торып калалар, буйдак булып. Так что әсей кешеләргә менә әйткем килә. Өйләнә бетле икән, үйленсен лучше. Я надеюсь, что меня әйбәт кыз табыла. Прямо Инстаграм аша. Син только, пожалуйста, на сообщенияларга отвечать. А то менің бір полицейский халғайым, 2 ел тому назад. Теге халтымда, теге менге яза. Милош апай, менге бұнда 500 қыздар запрос еберген. Немеште тайымаларды. Мен ғанам білем. 500 қыз яқам теге. Представляешь мы? Мен қыз оранымда. Выбирай, мен 500 арағынан. Қызы алырысын, калынкилер керек. Вот в чем дело, достар. Поэтому кәлләш алмай үйрек екен. Бұндағы қыздарға өйленірсін калын дұрғыла түлер керек. Біздікілерді бесплатно келелер. Еще итмәһә, ата-әсәләр еще доплатят. А коллегалар нисек отнеслись сиңа? Коллегалар ауылда прям мені как своего сына деген көк приняли. Мені қаршы алып, анда кафешкаға отырдық. Менің еще коллега анда прям теге менің әйде үйге келсейсек, тегілей болай, анда всякие посиделки үйде отырып, шул теге сейсі ултырылдар енді. Не. Шул өзіңді көк мені приняли. Мы сильно таба алмадық, блин. Пока ты не оплатила карты, мы не знали, где ты в Бишкеке находишься. Короче, по истории платежа была, блин, это там Нашли, по карте нашли, где вы Ай, были. қараңыз, по карте это там қадар Прикинь, Динар, бізді отследили. Мен бізді яшегет менен, рахаттанып сәйсе отырайным. Аулақтағына, матыр деп өйлешіп, бойдақ егет менен. Но не получилось, отследили по карте. Бұл өсеу.